Вот она, родимая, наша добыча. Ничего, он улетел, блин. Вспотела аж пока 3 полена на колотил там, расколол пока 3 полена. И вчера, наверное, или позавчера одна полена так и не смог расколоть вообще. Оставил на зиму, если что, зимой. Если не я приеду, то другие, или может сам приеду, посмотрим. Это чуть-чуть длинновато, тоже оставлю. Это на костер пойдет. И вот сейчас я про гусей немножко поговорил и как бы зашел, камеру в избушку оставил, здесь колю, и гуси вот слышны были вот там где-то. Я их не видел, но громко кричали в ту сторону тоже, в сторону так юго-запад полетели. Там тоже болото, и на болоте озеро большое. И может туда они на посадку пойдут. Даже не видел, сколько штук их было, но громко кричали. Погода так резко поменялась. Вчера еще дождь был. А вон сегодня как. Где-то до обеда, наверное, пасмурно было. А потом открылось небо, наверное, сегодня и заморозки будут. Эта полена тоже от того дерева, но даже не пытаюсь его как бы колоть, потому что они сучьями, большими толстыми сучьями, и еще чурка витая, в общем, оставлю. Вместо отбойника будет, или как правильно. Ну, на нем я колочу, в общем, колю дрова, или еще что-то, если придется что-то сделать на нем. Нужно постучать и как что понадобится. Вот так. Как я это все дело, дрова занесу и, наверное, затоплю печку и буду наконец-то уже готовить ужин. Болтаю, то болтаю все. Айда вот умеет отдыхать. Айда уже отдыхает там. Новая будка у нее. Вот смотрите. Новая будка. И себе. Сейчас фотографию сделаю еще. Вот так вот. Попал в кадр. Вот, смотри. Глазища какая. Будки. Сидит, отдыхает. Айда. А? Привязал на цепь. Как бы сейчас ходил на рыбалку и, ну, сетка проверять, и пускай, думаю, в будке сидит. И погода супер вообще. Погода. Завтра уже без собаки как-нибудь надо сходить с манком поохотиться. Вот и ужин у меня начинается. Еще чуть-чуть не стемнело. В облачные вечера, конечно, быстрее темнеет, а сегодня безоблачно, и будут заморозки, конечно, конкретные. Приготовил я сегодня ужин. Картошку, как и говорил. Там остатки тушенки еще сюда закинул.
И нормально, картошка получился, нормальный ужин. У меня, в принципе, еще и гречка вчерашняя, еще остатки есть. Я брал с собой одну банку, ну, пластиковую, хорошая, легкая банка. И еще оставалось там, ну, меньше половины кастрюли. Это, если что, завтра можно также взять с собой на охоту. И что было днем, я сегодня немножко поснимал, показал. Уже повторно рассказывать не буду. Охота прошла также без трофея, без ничего. Ничего не добыли. Немножко только рыбу поймали на сетку. И все. День, в общем, прошел. Посмотрим, что нас завтра будет ждать. А сейчас мы будем ужинать. Айда уже накормлена в будке. Будка лежит, отдыхает. Мы тоже покушаем и тоже будем отдыхать. Картошку я буду кушать с луком и майонезом. Больше ничего такого нету, чтобы вкусное было. Вкусное будем дома кушать. Консервы, добавки какие-то, приправы. Это все нас ждет дома, домашняя еда. Так что все, на этом день закончился. Ждите продолжения. А я ужинаю и буду отдыхать. Ребята, без 10 6 часов. 5:50 получается. Сегодня 6-й день, как мы в тайге. Очередная ночь прошла вроде как. Все нормально. Спали. Мыши, как всегда, мешали. Ночью уставал я 2 мышеловки. Убрал, попались 2 мыша. И одна мышеловка сейчас опять уже упала, значит кто-то там есть. 2 часа ночи. Вот лень было выходить на улицу, заснять. Но прямо надо мной пролетел вертолет. Я не знаю почему. Первый раз такое, чтобы ночью кому-то вроде как приспичило. Может, экстренный случай, поэтому летали. Я не знаю. Но факт, что 2 часа ночи и возле нас пролетел вертолет, да. Сейчас вот я уже как бы пью чай, немножко позавтракал. Ну, такого аппетита большого по утрам у меня нету. Оделся уже. И сейчас попью чай и выйду в тайгу. И сегодня собаку не хочу с собой брать. Сегодня пойду без собаки. Будем охотиться сегодня на рябчиков. Пройдемся возле реки, там вглубь тайги не буду заходить. Так, возле реки, возле озер там. В общем, посмотрим, что там. Кого-то увидим или подстрелим, или как пройдет охота или нет. Ну что, надо собираться. Если будет дичь, буду снимать. Если нет, так будем так просто идти. Может, поболтаем где. Немножко взял, ну там сыр взял, хлеб и термос. Больше ничего не взял, конфет я еще взял. Где-то до обеда, если получится, кружок такой сделаю и обратно буду уже возвращаться. Ну ладно, будем собираться и надо уже выходить на охоту. Хватит сидеть. Уже рассвело полным ходом, вон как на улице. Уже рассвело. Вставал где-то 3:30 вставал, печку затопил. И пока чайник закипел, там я еще дремал там. А как чайник закипел, там я встал и начал собираться. Так что все, выходим в тайгу. Айда не понимает, почему это ее не взяли. Но так надо, Айда. Сегодня у тебя выходной. Отдыхай.
А мы двигаемся. Ребята, услышал я первого рябчика, еще не свистел. Это там в тайге. Просто в нескольких местах я свистел, вообще ничего не было. А здесь самка есть, самка. Что-то кричит. Сейчас прилетит. Все забилось там. О, уже прилетел. Уже здесь он. Один прилетел и один там еще. Не знаю, как съемка будет, конечно. Подлетит еще или нет. Слышали, надеюсь. Все ближе и ближе. Один подлетел. Один сейчас сюда подлетел. Надеюсь, я заснял как-то. Думал, в камеру попадает, оказывается, он чуть ниже был. И второй еще он сюда поближе подлетел. Но при выстреле, когда я выстрелил, я не услышал, второй улетел или нет. Что-то замолк вообще, тут тишина. А первый упал где-то метров 40, наверное, отлетел от меня. И куда-то он туда упал. Тяжело взлетел, но улетел все равно. Но будем искать, он упал 100%. Это найдем. Там вдали еще один слышен. Там сзади меня там один. Прилетел. Где-то он тут.
Вон там на елку он ел. Примерно 25 метров. Но вряд ли там видно. Нет, не видно. Но ориентир примерно я знаю, где он. Вон. Второй рябчик ко мне подлетел. И сейчас перелетел на другое дерево. Сейчас смотрю, куда-то он, где-то он здесь сидит. Но найти так и не смог. Затаился вообще. Дело было как. Второй рябчик подлетел. И села так. Ну, я, наверное, чуть-чуть еще заснял, куда он как сел. Потом я камеру выключил, и он перелетел направо. И мне вообще не с руки стрелять. Я правша, и налево как-то перелетел он. И я все-таки выстрелил. Но я не попал. Не попал, он опять перелетел. И вообще. А дальше он совсем перелетел, где-то метров 30. И метров 30 и затаился, пусть сидит. Ждет следующего раза. А сейчас вот, именно вот здесь вот дело было. Второй вот куда-то сел, вот сюда. Он, блин, так не с руки был. Давайте сходим, посмотрим, где у нас первый. Куда-то он упал. И там еще дальше по пути нам еще 2 штуки свистит. Так, примерно он полетел метров на 40, максимум 50. Если бурелом. Да, я вам скажу. Так. И примерно вот возле этих завален. И будем искать. Ориентир будем брать вот это упавшее дерево. Так. Будем кружить. Стопроцентно он упал. Так. Ушла птица моя. Не доглядел я его. Уже сколько бегают, тут еще круги такие уже. Все больше круг делают. Звук крылья я услышал, сразу не побежал. Думал, второго приманю, потом уже. И, видимо, ноги уцелели, и он побежал дальше. Как-то крыло, может, задело, только бегать он быстро бегает. Бесполезно, я уже здесь тоже вроде проходил уже очень далеко от того начала, где начинал кружить. Действительно он убежал. Не бесполезно, наверное, придется оставить. Не нашего-то и не нашли. Блин. Обычно бывает так. Увидишь, когда он бежит. Если затаится, потом начинает бежать при подходе. Но звук крылья частый был.
как будто когда отумирает птица. Такое тоже было. Там бурелом вообще. И там уже я проходил разок. Все, не будем на время терять. Ничего не поделаешь. Ушла. Еще сейчас пару кружков сделаю и поставим. Фиг знает, где он. Ребят, вроде как удача улыбнулась. И мышь вон уже. Мышь уже отбегает. Вот она, родимая. Наша добыча. Ничего, он улетел, блин. Но пониже, видимо, я выстрелил. В заднюю часть, похоже. Вот в эту часть попала. Поэтому он улетел. Крылья целые. Я там 50 метров в той стороне искал. А начинал я вот здесь. Вон то бревно. Потом в ту сторону ушел, как будто птица вон туда улетела от выстрела. Оказывается, блин, налево ушла. И здесь кружил, вот. Здесь кружил, там, сям. Оказалось нам 20 метров, чуть глубже в стороне. Ну вот, первый трофей наш. Царская пища. Рябчик. Не знаю, молодой или уже годовалый. Ну вот. Но я ориентир, это бревно я брал. А там вон туда пошел, вон за теми завалинами. Там искал, вон в той стороне. И туда еще ходил. Оказывается, от выстрела он так вот прилетел. Так прилетел и улетел налево. Может и пешком до туда дошел, не знаю. Сейчас уже разницы никакой нету. Главное, нашли, и то хорошо. Ну, конечно, время я тоже минут 25 я искал. Может больше, может чуть меньше. Очередные рябчики. И никак с ними не мог разобраться. Как-то свищу, окружили меня. Но приманить толком никак не получается. Один подлетел прям над головой, на сзади села. Не шевельнуться, ничего. Когда поворачивался, улетел. И там где-то 50 метров наносел и сидит, не подходит. Также самка тут не... И так свистит бесполезно, он не подойдет. Сколько уже свищу. Придется наставить. Если был березняк, можно, конечно, присмотреть, может увидеть, а на елках они сидят. И их невозможно найти. Придется ставить. Опять где-то звук. Все время взлетает, перелетает с одного дерева на другое. А толком не подходят. Не оставим. Бесполезно. Проверено временем уже. Смотрите, дошел до ямы. Это свежая яма в этом году. Это лоси тут так делают. Я не знаю, гон когда у них. И уже где-то с полмесяца по следам видно, что давно уже их не было тут. Там дальше опять свистят рябчики. Сейчас буду подходить потихоньку, может где и замечу их. Рябчик. Как близко.
Видели так близко живого рябчика когда-нибудь? Ручной рябчик какой-то. Не подранок, ничего. Просто не хочет летать и все тут. Вот так затаился. Вон он. Вот он. Что случилось с ней? Почему не взлетает? Не знаю. Вышел на просеку. Сейчас я буду где-то с километра идти по этой просеке. И у меня такой кружок получается. Сперва я не хотел, но зашел в тайгу. И я не ошибся. Оказывается, в тайге рябчики хитро себя ведут, но рябчики есть. Что я имею в виду хитро? Вот ты пройдешь без свистка, без ничего. Они над головой сидят, но они не взлетают, ничего не издают, без звука ничего. А я начал свистеть, и все, сразу лес ожил. Там свистит, тут свистит. Оказывается, рябчики, в принципе, немножко наесть. Добыли пока одного. И после того, как добыл я, были еще приманил, налет был, но я облажался, в общем, как-то сидел, а он сзади меня сел и улетел, короче, я пока поворачивался. Дальше еще на одном месте штук 3 или 4 все самки были, все самки. Первый раз такое, что такая куча самок вместе были. И друг с другом они тоже свистят между собой. Но самки, как всегда, они хитрые. Их редко когда удается подстрелить. Во всем в жизни самки мудрее и хитрее. Ты хоть любого возьми, любого зверя, хоть лесного, дикого, хоть домашнего, собаку, кошку, самки намного хитрее. И в жизни человек тоже. Самки хитрее и мудрее, умнее, чем самцы. Самцы всегда их манишь, и они подлетают. И эту ошибку не делают. В своей жизни не бывает. Некоторые иногда попадают под выстрел. А самки, они себя ведут так, что как будто откликаются, но редко когда они подходят. Рябчики я имею в виду. Они обычно взлетают, самки, и с криком улетают от тебя. Как будто тебя еще заругают там по-свойски как-то. Пикают, тикают, хрень его надо. Словами не рассказать, какие звуки издают они. Просто надо в лес сходить и услышать. Если со странным звуком рябчик улетает, это значит самка. И здесь ельник. Здесь нам придется идти еще. Я сейчас немножко буду также свистеть. Там березняк начнется. И буду свистеть. А там пойдем где-то с полкилометра, наверное, по сырому месту. Вообще ужасное место нас ожидает также. И будем спускаться к речке. И такой кружок получится. И по речке буду я подниматься. Может, там кого еще встретим. Здесь возле вырубки еще пройду. Но я вам скажу, без собаки намного лучше. Потому что собака всех пугает.
А я иду тихо-тихо. Я сейчас вот камеру включил, там говорю немножко, поговорю и дальше буду идти уже тихо. Вообще тихо стараюсь ходить. Тихо идешь, и зверь меньше пугается. Даже как первый день, как вышли, сети проверять я ходил на мой. Я тихо шел и, ну как тихо, там зарубку, в принципе, я делал. Но, блин, лось. Лось, конечно, на меня так перно. Вообще ужасно, такой танк. Так что надо ходить тихо. И зверь, птица сама навстречу придет. И что я заметил? Когда я включаю камеру, когда я беру с собой камеру, когда стараюсь что-нибудь заснять, у меня все как-то получается по-другому. И птица улетает, и заснять не могу, и если стреляю, частенько тоже улетает. Так что много чего зависит. Конечно, такое суеверие многие не верят. И, ну, получается, что я суеверный. Даже если вот скажу, что я камеру взял и мне не повезло, это уже суеверие. Вот так вот. Сейчас я немножко тоже тут посвящу. Если где откликнется, я включу камеру, а так болтать больше не буду, я буду идти. Мне надо слушать лес, хруст, треск, свист, крик. Я должен все это слышать, идти, а не болтать. Когда я болтаю, наоборот, меня все слышат. Так что пока я выключаю и буду идти тихо.